Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Дюртюлинском районе в ДТП погибли отец с дочерью. В Краснокамском районе дорожная авария забрала жизнь 17-летней девушки. В Кугарчинском районе в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель. В Благоварском районе в ДТП с участием автобуса 6 человек погибли и 18 получили травмы, в их числе 2 детей. В Мечетлинском районе в аварии погибли мотоциклист и его пассажир. В Чешминском районе в результате дорожного происшествия погибли 200 баранов. В Баймакском районе в ДТП оборвалась жизнь ребенка. В Уфе под колесами движущегося автомобиля погибли мать с сыном. Пьяные лихачи на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Дюртюлинском районе на 38-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись попутные «Лада Гранта» и фургон УАЗ. От удара «Лада» съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 17-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте. Ее отец, 47-летний пассажир, скончался в больнице. Медицинская помощь потребовалась и водителю «Лады». Аналогичная авария зарегистрирована и в Краснокамском районе. На 5-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением 30-летнего мужчины. В результате дорожной аварии 17-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте. Еще 3 пассажирам «девятки» и водителю «Лады» потребовалась медицинская помощь. И в Кугарчинском районе в результате опрокидывания транспортного средства оборвалась жизнь человека. На 4-м километре автодороги Тляумбетово-Дауд-Каюпова 23-летний местный житель за рулем автомобиля Kia Ceed не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Объятия. Каждый день дарят нам чувство любви, заботы, безопасности. Нам так нужны эти объятия. В Карайдельском районе в дорожной аварии пострадали дети. На 59-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 37-летний житель Мишкинского района за рулем автомобиля «Шевроле Круз» допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП 36-летняя пассажирка, а также 2 детей в возрасте 10 и 8 лет с травмами были доставлены в больницу. Со слов водителя, он уснул за рулем. Следует отметить, что дети были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более тяжелых травм. В Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с участием 3 автомобилей, благо обошлось без жертв. На 24-м километре автодороги Стерлитамак-Салават столкнулись Volkswagen Polo, Toyota Corolla и автобус Ford Transit. В результате дорожной аварии водитель Polo, а также 3 пассажира автобуса после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Известно, что пассажирский транспорт двигался по маршруту Стерлитамак-Ишимбай. Его пассажиров уберегло то, что они все были пристегнуты ремнями безопасности. Каждый день мы общаемся с людьми, решаем вопросы, строим планы, радуем. Но общение может принести не только приятное, если оно за рулем. Не отвлекайтесь за рулем. В Благоварском районе на 1413-м километре автодороги М5 Урал 27-летний водитель пассажирского Форда совершил столкновение с грузовиком дорожной службы КАМАЗ, который наносил разметку на дороге. По информации пресс-службы Республиканской госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 пассажиров и 18 получили травмы, в их числе 2 детей. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело. В случае признания судом водителя виновным в данном ДТП ему грозит до 7 лет лишения свободы. На улице Ленина, села Большеустекинская, Мечетлинского района, 21-летний местный житель без прав за рулем мотоцикла «Ямаха» допустил столкновение со встречным автомобилем «Део Нексия» под управлением 22-летнего водителя. В результате дорожного происшествия мотоциклист и его 20-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Известно, что погибшие были без средств специальной экипировки и мотошлемов.
В ДТП погибают и животные. Так, в Чешминском районе на 1418 километре трассы М5 водитель, груженный живыми баранами фуры, допустил наезд на металлический отбойник. По имеющейся информации, в результате ДТП погибли 200 голов скотины. Сам водитель не пострадал. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. В Баймакском районе на 3-м километре автодороги Баймака-Мангильдина-Серменева 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan Almera на перекрестке допустил столкновение с Ладой Гранта под управлением 38-летней женщины. В результате ДТП 3-летний мальчик из салона «Лады» с травмами был доставлен в больницу. Известно, что ребенок перевозился без специального удерживающего устройства. Также в столице республики зарегистрирована дорожная авария с участием автомобиля под управлением нетрезвого водителя. В Кировском районе Уфы 37-летний мужчина за рулем автомобиля Renault Sandero допустил столкновение с попутным грузовиком МАН, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате ДТП водителю Renault и его 30-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. Известно, что водитель легкового автомобиля отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него был составлен административный материал. Жизнь состоит из разных эпизодов, хороших и плохих. И в жизни нет функции перемотки назад, чтобы исправить ошибки. Принимайте правильные решения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. В Баймакском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором оборвалась жизнь ребенка. На улице Алимбаева города Баймак неустановленный водитель допустил наезд на 14-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. В результате аварии подросток от полученных травм скончался на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД в одной из деревень была обнаружена автомашина Lada X-Ray с характерными признаками совершения наезда. Ведутся розыски водителя. И в Сибае пьяный водитель оставил место ДТП. На улице Карагайлы неустановленный водитель допустил наезд на 58-летнего местного жителя. В результате пешеход получил травмы. Водитель скрылся с места ДТП. По итогу оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 59-летнего жителя Баймакского района за рулем автомашины Nissan Almera в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Сам водитель был ранее лишен прав. В отношении него составили административный материал. В столице республики под колесами движущегося автомобиля погибли женщина с ребенком. На перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры 28-летняя уфимка за рулем автомобиля Nissan Жук совершила наезд на 2 пешеходов. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, в результате ДТП погибли 39-летняя женщина и ее 4-летний сын. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть 2 или более лиц. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На проспекте Октября 29-летний уфимец за рулем автомобиля Infiniti M35 совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП 47-летний сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. Также в Уфе на перекрестке улиц Ульяновых и Калинина 41-летний водитель за рулем автобуса «Нефаз» допустил наезд на 12-летнего школьника на самокате, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу. Известно, что в автобусе находились 35 человек, среди них никто не пострадал. Аналогичная авария с участием юного участника дорожного движения произошла также в Нефтекамске. На улице Моховая села Амзя 25-летний местный житель за рулем Лады Гранта допустил наезд на 14-летнего велосипедиста. В результате ДТП подросток получил травмы.
Управление ГИБДД Республики Башкортостан усиливает контроль за местами проведения дорожных работ. Так, во время проверки в Уфе выявили 2 случая, когда дорожные работы проводились с серьезными нарушениями. На улице Коммунистическая во время ремонта теплотрассы перекрыли тротуар. Пешеходы подвергались опасности, проходя через проезжую часть. На месте был составлен административный протокол. Организация, ответственная за этот участок дороги, получила штраф. Работы возобновились только после устранения всех нарушений. В Уфе на улице Трамвайная поймали пьяного таксиста за рулем «Лада Веста». Нелегальный таксист отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии. Теперь ему грозит административная ответственность сразу за 2 нарушения. Госавтоинспекция Республики Башкортостан приглашает на службу. Требования к кандидатам на вакантные должности. Возраст от 18 до 35 лет, наличие высшего или среднего специального образования, службы в вооруженных силах, водительского удостоверения и отсутствие судимости. Работа в ГИБДД – это полный социальный пакет, достойная стабильная зарплата и карьерный рост. Также имеется возможность получения профильного бесплатного высшего образования на базе Уфимского юридического института. За дополнительной информацией можно обратиться в местные подразделения Госавтоинспекции. В Уфе в полк ДПС ГИБДД УМВД России по адресу улица Лесотехникума, 20/1 или по телефону 8 347 279 33 29. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Дизель, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.